инструменты сразу покажу. Сейчас разновидности у меня не все. Сейчас здесь еще Нет, что-то вот этот напоминает чем-то на наш боль, видите, кожаным. Да. Вот это уже напоминает. Да. Это ближе Нам, к нашему. кстати, именно один в таком виде надо воспроизвести, именно из кожи. Да? Хорошо, да, потому что нам все-таки важно, кто Ну звучит. все, вот что делать. Это замечательно, человечек. Это я не знаю, это уже будет мастерство. Тобой это работяга. садитесь. Это старинная форма, но это не я сделал, я отремонтировал. Здесь изначально звук был такой примерно. Ну вот такой. Изначально был вот этот. Потом в начале 20 века, когда госансамбли уже появились, Шаложа Вильмуза, портрет его висит, Шаложа Вильмуза, его пригласили вот с этим инструментом и получились, создали, с Москвы приехали в 30-х годах, здесь по Северному Кавказу начали создавать госансамбли, собрали барабан, зурна, гармошки, посадили всех, и получилось, что народные инструменты, вот, наши народные инструменты, они не вписались в наши госколлективы. Он переделал инструмент, сначала трех, потом 4 струнных, примерно вот такого типа. Это уже Хафлачев Хасан делал, но он не рабочий, мне его недавно тоже привезли, подарили. Вот такого типа сделал, еще через какое-то время он сделал уже более профессионально. Это волосяные струны. Это волосяные струны. Видишь, я не учел. Значит, волосяные, я даже не подумал, что это волосяные струны. А хотя, почему я не подумал, я сам не понимаю. Тогда здесь только 2 струны могло быть максимум. Да, это позднее, это Тут 37. даже на головке инструмента здесь больше 2. Ты, ну, просто Это же то, что... одна или 2. Это правильно я думаю, что с той стороны портрет Это уже Ленина позднее. было, правильно? Это позднее. Да, это позднее. Это 36-й год Уже уже. какой-то гриф попытались приделать. И Попытались усовершенствовать. Интересно, вот эти инструменты сохранились в музее, хотя просто посмотреть. они все были в Грузинском музее, и они все пропали. Ну, то, что было, то, что выписали, все хранилось в Грузинском. Но все по типу этот инструмент, вот Мюриды используют. Он похож. Похож? Но они тоже вот, просто воссоздали его, как у них получалось. Они все-таки его создали, Да, да? в 60-е. А струны там какие, интересно? Насколько я знаю, сейчас Металл, металлические. металл, да? Хорошо? Ну, желательно на низком. Ну, ля, можно, да. Вот ля. Это поэт. Да. Это поэты. А у нас какая? Еще ниже. А вот есть светлый пассаж на почте. Еще вот это извинение, конечно, это требует, ну это какое изящество, какое изящество. Да. Сколько Зубер рассчитывал его, Да, на да. чертежом Ты показывал. рассчитал нам. Я сразу обратил внимание, думаю, он механизм поднимает,
за счет того, потому что иначе играть вот здесь Да, мы же с этим Невозможно. невозможно. А там применили Прямо старики. там вот. Что он применил? Он применил тогда просто тазик, он большой. Применил, сделал, и вот сюда задрал. А невозможно. Звук уходит сюда. Нужно, чтобы он уходил вот сюда. И вот это прям просто молодец. Молодец. Да, спасибо. Молодец. То есть Это звук получился такой альтовый, ближе к альту. мне нравится. Это, да, да. Это хорошо. Тут и высокие есть, и низа. Зубы. А материал, вы сказали, груша, да? Материал я использовал груша. Два сорта груши. Верхняя дека, как обычно, ель. Горная ель, резонаторная. Распил радиальную. Слушай, вообще бесподобно. А ты вторая, да? Да, самое главное. На телефоне. Удостоверство нашли в процессе музыкального дарования. Мы почти за год находим людей. Это один инструмент, сейчас второй инструмент. Прекрасно. Зубы это потрясающий звук. Вообще, мне даже показалось, что у второго инструмента звук глубже. Да. Вот тоже красиво, у второго что-то все равно что-то Своё не. что-то, да? Может быть, от дерева это зависит. Ну, от дерева. В принципе, я практически одинаково делал. У меня даже все инструменты, когда из одного кусочка делаю, они звук получается Ну разный. да, изучать будет, конечно, там. Это просто удивительно. Удивительно, Ео. что из-за, допустим, Еуаз. дерева, З. из-за фактуры, там, может как-то Еуаз. иначе Ну, всё как это. живой. Ведь даже серийные гитары висят и начинаешь выбирать. Да, согласись, выбирать инструмент долго приходится ходить. Одну берешь, вторую ты же слышишь, понимаешь? Хорошо, что ты видишь, а ты говоришь, не слышишь. Ты слышишь. Молодец. Разве такое искусство невозможно? Возможно не услышать, Александр, это очень красиво. Ну, самое главное, инструменты готовы, инструменты уже есть. Теперь основная задача – это работать с детьми. Да. А работа с детьми, да. Очень сложное, ответственное, но я надеюсь, мы пройдем этот этап. Ответственное, но интересное. В планах у тебя это уже есть, да, выработано? Конечно, сейчас мы же уже набрали детей, заявки, просто ЗБР будет уже выбирать, потому что он будет сам отбирать. Мы планировали ЗБРом презентацию его инструментов, его аранжировки, в том числе и ваших народных мелодий можно там же презентовать все это, показать, познакомить вас с нашей аудиторией. И там же, может быть, заявки принять, каких-то талантливых принять, вот там же этот вопрос решить можно, мне кажется. Ну, мы просто ждем вас теперь в ЗБР.